А как часто вы ездите и какой сезон можно называть самым активным для поисковых работ? Ну, когда я из Сургута приезжал в поиск, то мы приезжали 2 раза в год. Это было весной и осенью. Вот. А сейчас уже, поскольку я уже живу в Старой Руссе, то ездить никуда не надо. Вот мы бойцов находим буквально недалеко от моего дома даже. Вот, то есть там были очень тяжелые, очень продолжительные боевые действия. Вот, и там работа еще не початый край, но вахты плановые проводятся, как правило, 2 раза в год. Это весна, это конец апреля, начало мая, и август-сентябрь. Игорь Григорьевич, расскажите, пожалуйста, как вообще в целом проходят поиски? Вам кто-то что-то подсказывает, вы едете на местность, как это происходит? Я достаточно хорошо изучил те боевые действия, которые проходили именно в той местности, где мы работаем, поэтому там как бы вопросов нет, но работали и в архивах, и очень много сейчас появилось источников, и изучаем из мемуаров кое-что, интересные моменты находятся. Ну, вот до этого опрашивали местное население, сейчас, к сожалению, уже вот те старички, бабушки и дедушки, которые помнят ту войну, их становится все меньше, поэтому уже как бы показать находится меньше людей, кто мог бы показать. Ну, в принципе, эта территория там хорошо изучена, поэтому как бы источников много. А в поисковые экспедиции может поехать любой желающий? Как вы вообще в целом, что для этого нужно? Ну, прежде всего, конечно, нужно желание. Вот, и нужно желание оторваться от гаджета, от компьютера, нужно желание проверить себя. Парень или девушка первый раз едет, они, многие, насколько я понимаю, вот как я с ними беседую, они едут, очень многие не столько движимые каким-то чувством патриотизма, как просто себя проверить, там, кто-то едет отдохнуть от школы, от родителей, вот. Ну и, как правило, все, кто один раз поехал, их цепляет эта работа, скажем так. И они потом продолжают. Вот отказавшихся повторно, ну, можно перечислить, ну, как бы очень мало таких ребят. Вот. А кто может стать поисковиком? Ну, в принципе, стать поисковиком может каждый, но я считаю, что все равно это дело не то чтобы избранных, а людей, которые, ну, скажем так, считают это делом в своей жизни. Потому что заниматься такой работой, заставить насильно там, или за деньги, ну, невозможно. Потому что, ну, и условия, скажем, не домашние, да, и костер, палатка, там работа может быть и грязная достаточно. То есть это и грязь, это и слякоть, это вот, особенно если воронки поднимаем, там, вот, то есть, ну... Ну и, наверное, психологически это тоже не очень просто работать все-таки с останками. Вот я вам скажу так, что вот мне психологически трудно. Вот, особенно вот, чем дальше, тем труднее. Вот. Через себя это все пропускаешь, и ну, тяжело. Особенно уже когда вот дети подросли, думаешь, вот так вот, тот мужик лежит, вот он ушел на войну, бросил семью, оставил все, вот, каково ему было. Ставишь себя на его место и вот не знаешь, как бы ты поступил в этой ситуации. Ребятам с этим проще. Вот. Для них это элемент какой-то игры, может быть, даже в начале. Потом уже я их стараюсь накачать, так сказать, вот, идеологически, скажем так, и рассказываем, и так далее. Вот, но молодежи в этом плане проще. Они проще ко всему относятся. Вот. Вообще эта война, она... Вот для нашего поколения, мы, наверное, последнее поколение, которое об этой войне знает, скажем, из первоисточников. Вот, потому что нам рассказывали наши дедушки, бабушки. Нынешнее поколение, для них война Великой Отечественной, она такая понятие достаточно абстрактное. Как для нас вот была война 12-го года, например, тоже. Или Первая мировая война. То же самое. Но вы наверняка все равно тоже обучаете молодежь, которая приходит к вам на раскопки, наставляете. Все-таки что вы хотите донести до этой молодежи, чему вы ее наставляете? Ну как, у нас есть, перед тем, как ребята первый раз едут в экспедицию, сначала я с ними как минимум месяца за два, за три до вахты провожу занятия. Вот, причем даже не столько я их какими-то специальными знаниями накачиваю, как просто готовлю морально
тому, что они видят, то есть к тому, что они будут жить в палатке, что они будут сами жечь костер, что они будут готовить пищу, что там не будет мамы и папы, что нужно будет за собой следить, ухаживать. То есть говорим о том, что есть дисциплина, о том, что мы не просто поехали на пикник, у нас есть задача, мы не просто преодолеваем трудности, там, связанные с дождем там, или там, я не знаю, с непогодой или с чем-то еще, с грязью. А мы это делаем для того, чтобы из небытия вернуть тех бойцов, благодаря которым мы вообще живем на этом свете. Потому что я эту работу, лично я для себя воспринимаю как отдание долга. То есть те бойцы, которые тогда, каждый из которых совершил какой-то свой маленький подвиг, о котором мы не знаем почти ни о ком, но он каждый этот подвиг совершил, отдал свою жизнь. И благодаря этому подвигу мы с вами родились, живем, воспитываем детей, любим. Вот. Поэтому вот так вот я стараюсь вот это передать, главное детям, вот это. Потому что все остальное, там, знание истории там, или знание каких-то там дат, данных, это все понятно, оно приходит автоматически. А чтобы ребенок шел осознанно, чтобы он понимал, зачем он это делает. Не просто в грязи ковыряется, а он ищет защитника Отечества, того, благодаря кому он родился. Игорь Григорьевич, ну у вас, конечно, большая миссия. Но расскажите, с каждым годом ведь количество останков становится все меньше. Может быть, как на ваш взгляд, должны совершенствоваться методы поиска? Конечно, совершенствуются. Если 20 лет назад искали на армейские металлоискатели, там, которая глубина была там 5-10 сантиметров, то сейчас глубинники берут несколько метров под землю. Вот. То есть растет как бы опыт, накапливается опыт. Вот. Уже все, что сверху лежало, все уже практически собрано. Сейчас уже поисковики, так сказать, углубляются. Вот. Ну, кроме того, что опыта набираемся, еще открываются интересные архивы. Вот. Аэрофотосъемка Люфтваффе. Вот. И стало возможно сейчас эти снимки получать, и мы накладываем на современные карты, и там видно, где окопы, там, где блиндажи, вот, и воронки, и вот эти все воронки, даже если поля запаханы, вот мы идем, ну, скажем так, вот к тому месту, где эта воронка была, уже щупами там длинными начинаешь искать, и находят очень много сейчас именно тех, кто был с Таском, скажем, после боев, не похоронен в могилах, а с Таском, ну, это тоже тема, вы знаете, это тема не 15 минут, об этом можно говорить часами. Понимаю вас. Но давайте немного отвлечемся от останков, немного поговорим о находках. Все-таки вы еще можете найти какие-то ценные находки. Что вам запомнилось больше всего? Да вы знаете, самая ценная находка для поисковика, для любого, не только для меня, это капсула смертного медальона. Вот она такая вот. Я сейчас покажу, где она у меня есть в кармане, по-моему. Вот. И какая-то вещь подписная. То есть вот капсула, вот в таких капсулах были записки, они бойцами заполнялись. Вот самая главная находка. Вот это вот больше ничего не надо. Ну, кроме останков, конечно. Вот. Либо найти какую-то вещь, которую солдат подписал. Это кружка, может быть, ложка, котелок, фляга, портсигар. Вот. На чем угодно мог солдат нацарапать свое имя, фамилию. Вот это самые главные находки. Ну, конечно, встречаются интересные разные находки. Вот в этом году весной нам попалось вместе с останками бойца домино. Вот, первый раз вот попадается именно, я так понимаю, что на войну-то домино, наверное, с собой не брали. А этот боец, видимо, любил эту игру и взял с собой. Вот, у него прямо весь комплект практически был. Но этот домино я уже в музей передал на хранение. Вот, ну, в общем, так вот. Ну, вот это самое главное находка. И много вы таких капсул за свою жизнь нашли? Ну, вообще, вот за более чем 20 лет вот, было найдено нами, вот отрядами под моим руководством, где-то порядка 1100 бойцов. Вот, медальонов было найдено только в последней вахте 10. Но эта вахта была в этом плане очень удачная, таких вахт редко бывает. За все время, вот, если посчитать, я что-то вот особо статистику не веду, но где-то порядка
60 медальонов-то мы нашли. Вот. Правда, далеко не все из них удается прочитать, записки. Вот. Но тем не менее. Вот. И вот нам удалось найти родственников где-то порядка 30 бойцов из этих вот 1000 всего. Видите, какое процентное соотношение небольшое. Но по статистике примерно на 100 бойцов порядка 10 медальонов, и там несколько из них только удается прочитать. А кто помогает поисковикам и какого рода нужна помощь? Могут ли как раз-таки родственники солдатов, которые вы нашли, оказать вам какую-то помощь, ту или иную? Не, ну как родственники? Ну, я так не могу вам сказать, вот, потому что лично я никогда этой помощи ни от кого не требовал. Вот. Но если имеет возможность человек помочь каким-то образом, там, финансово там, или что-то купить, там, какое-то оборудование, то покупают. И такие примеры я знаю. Я знаю, что многие родственники бойцов, которых находят поисковики, тоже вступают в поисковое движение, начинают сами заниматься поиском. Ситуация сейчас в нашей стране, да и в мире в целом, очень неспокойная. Военные действия в годы Великой Отечественной войны шли на территории Украины. Ведутся ли там поисковые работы и есть ли какой-то обмен данными? И как лично вы относитесь к спецоперации, которая проводится на территории Украины? Поисковые работы там всегда велись. Вот, и украинские поисковики много бойцов тоже находили. Вот, причем, я знаю, они передавали и останки. Если вот в Россию, если могли также их идентифицировать и отделить, если был одиночный солдат, например, то передавали и в Россию. И были межгосударственные соглашения на эту тему. Как бы. Эта работа велась всегда, и я думаю, что она и сейчас ведется. И сейчас вот я знаю, что в связи вот на тех территориях, которые сейчас вот уже, так сказать, освобождены, работы начинают опять проводиться поисковые. Что касается спецоперации, то тут двух мнений быть не может. Как бы. О чем мы говорим? Конечно, нужно это делать, и раньше надо было это все делать. Игорь Григорьевич, спасибо вам большое, что вы пришли. Желаю процветания вашему делу. Ну, я напомню, что сегодня у нас в гостях был Игорь Тума, директор автономной некоммерческой организации «Военно-патриотическое общество «Медведь».